Бывшие чиновники нанесли ущерб государству. Генеральный прокурор назвал их имена. Следствие продолжается. Скандальный тендер или как паспорт довел до ареста задержаны сотрудники госпредприятия «Инфоком» и ГРС. Цифра дня – нетрудовые будни. В Кыргызстане 174 тысячи человек числятся безработными. Оползень в Узгене. Угроза схода земляных масс сохраняется. Жителей переселили в палатки. Обо всем этом и не только в нашем выпуске новостей. Здравствуйте, в студии Александр Крупнов. Я Айджан Казакбаева. Добрый вечер. В рамках визита Сооронбая Джейнбекова в Германию в Берлине состоялась церемония официальной встречи президента и федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. После совместного фотографирования Сооронбай Джейнбеков оставил запись в книге почетных гостей с наилучшими пожеланиями народу Германии. Представив членов делегации, главы государства смотрели военную церемонию, прозвучали гимны двух стран. Состоялся обход почетного караула Бундесвера. После официальной церемонии Сооронбай Джейнбеков и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразили соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Мы с глубоким сожалением, прискорбием узнали весть о разрушительном пожаре в соборе Французской Богоматери. Я от имени кыргызского народа, я от себя лично приносим глубокое соболезнование всему французскому народу, его руководству в связи с этой огромной потерей для Парижа и Франции. Их подозревают в умышленном причинении ущерба государственному бюджету и вступлении в преступный сговор. В СИЗО ГКНБ выдворили 3 должностных лиц регистрационной службы и Инфоком. Все 3 причастны к скандальному тендеру по закупке бланков для паспортов нового образца. В рамках досудебного производства установлена их аффилированность с выигравшей тендер иностранной компанией. В ведомстве сообщают, что в октябре 2018 года ГРС объявила тендер на 1 миллиард 200 миллионов сомов, в котором участвовали 5 иностранных компаний. Одна из них предложила минимальную сумму, но победителем была признана другая, оценившая свои услуги почти на 260 миллионов сомов дороже. Как выяснилось, тендерная комиссия специально отстранила от участия в конкурсе всемирно известной компании с многолетней историей и опытом. Сабина Дамаскина продолжит тему. Сразу 3 причастных к скандалу с электронными бланками для загранпаспортов задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ. Имена задержанных ведомства не называют, но по некоторым данным ими являются директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдулаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя государственной регистрационной службы Руслан Сарыбаев. Слово последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для новых биометрических паспортов. В рамках досудебного производства установлена аффилированность отдельных должностных лиц государственной регистрационной службы с выигравшей тендер иностранной компанией. И в настоящее время 3 должностных лиц ГРС задержаны и водворены в ВВС СИЗО ГКНБ. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики зарегистрированы материалы досудебного производства в АИС ЕРПП по статье 319, часть 1 «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызской Республики, которая поручена Главному следственному управлению Госкомитета национальной безопасности. Факты аффилированности представителей госрегистра и их причастность к преступному сговору антикоррупционная служба выявила еще в начале текущего месяца. Тогда же Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. С тех пор начались все следственные мероприятия. В дома нескольких членов тендерной комиссии силовики нагрянули с обыском, а 4 сотрудников ГРС вызвали на допрос. В ходе расследования стало известно, что в результате нарушений, допущенных при проведении тендера на изготовление бланков для биометрических загранпаспортов, госказне нанесен ущерб на сумму более чем 250 миллионов сомов. Это и есть разница стоимости услуг обеих компаний. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проведении тендера по закупке паспортов со стороны должностных лиц ГРС. Значит, по результатам проверок 26 февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело и передано для организации дальнейшего досудебного производства в органы ГКНБ. В настоящее время проводится следствие. Значит, по предварительным данным, сумма ущерба составляет 253 миллиона 377 сомов.
Напомним, тендер на изготовление загранпаспортов нового образца был объявлен в октябре минувшего года. Через 3 месяца победителем конкурса госзакупок признали литовскую компанию «Гарсу Пасаулис». Ее услуги обойдутся государству в 940 миллионов сомов. Несмотря на то, что по правилам победителем тендера обычно признается тот участник, который предложил цену ниже. Но его профессиональная деятельность и качество предоставляемых услуг отвечают всем заявленным техническим требованиям заказчика. Между тем, основной конкурент, немецкая фирма Mühlbauer ID Services, поставила под сомнение итог проведенного тендера. На основании вышеперечисленных аргументов, разъяснений, жалоб, положений закона о закупках, а также принимая во внимание разницу между предложениями компании Mühlbauer ID Services и победителем конкурса ЗАО «Гарсу Пасаулис», которая составляет 253 миллиона 377 тысяч 750 сомов, компания Mühlbauer ID Services считает решение тендерной комиссии необоснованным и противоречащим закону Кыргызстана о закупках. Также не исключается нарушение закона Республики Кыргызстан по статьям 322 Уголовного кодекса Республики, заключение заведомо невыгодного контракта и статье 234 Уголовного кодекса Республики Кыргызстан нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров. С самого начала свои услуги по изготовлению новых загранпаспортов для кыргызстанцев предлагали 5 компаний. Помимо Mühlbauer ID Services, недовольной итогами осталась и французская фирма Idemia France, которая также заявила о том, что не согласна с решением тендерной комиссии и подала жалобу на портал госзакупок Кыргызстана. Это не только стало причиной того, что затянулось сотрудничество с победителями тендера, но и послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Такой итог тендера заставил сомневаться и в личной заинтересованности отдельных членов правительства, говорят депутаты. Та фирма, которая была самая минимальная сумма, они вроде были профессиональные, у них был опыт и все. Поэтому нам было неизвестно, по каким причинам отдали большей сумме. Поэтому мы тоже в этом комитете тоже это рассматривали, потом с органам тоже об этом говорили. Если на такую сумму, если больше сумма, просто так эта фирма не может, наверное, выиграть. Здесь может быть интерес. А чьи интересы? Тех, кто там сидят, наверное, в правительстве, может, где-то. Между тем, в пресс-службе Государственной регистрационной службы утверждают, что директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдулаев де-юре находится в отпуске, и о его задержании сотрудникам ведомства ничего не известно. Талант в отпуске. Мы не сможем такой комментарий дать. С нашей стороны, какой может быть комментарий? Сегодня на работе нету ДН. Это что за комментарий? Сабина Дамаскина, Алтынбек Канабекулу, НТС. Заместитель начальника УВД Джейльского района попался на взятки в 35 тысяч сомов. Задержание, как сообщается, прошло накануне сотрудниками ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД. За что правоохранитель требовал эту сумму, не уточняется. В Госкомитете национальной безопасности обещают обнародовать подробности позже. По некоторым данным, задержанный подполковник до назначения возглавлял уголовный розыск московского ОВД. В системе МВД работает больше 10 лет, а с заявлением о вымогательстве обратился милиционер. Отменил приезд ради мира. Умурбек Бабанов пожертвовал своим именем ради сохранения стабильности в стране. До сих пор в политических кругах и социальных сетях продолжаются активное обсуждение причин, по которым бывший кандидат в президенты отменил свое возвращение на родину. Противники Бабанова его не понимают. Сторонники отнюдь считают его решение наиболее мудрым и взвешенным. Сам Умурбек Бабанов подчеркнул, что политика для него не важна. На первом месте для него всегда были мир в Кыргызстане и интересы страны. Бывший кандидат в президенты, кстати, это уже не раз доказывал. О самых важных моментах его биографии расскажет Игорь Потанин. Говорить о трусости и преследовании каких-то личных интересов в отношении Умурбека Бабанова стоит едва ли. За годы своей политической карьеры бывший лидер партии «Республика» не раз доказывал, что для него в первую очередь важно развитие государства. Его политическая карьера началась в 2005 году. Тогда он выдвинулся депутатом в Жугурку-Кенеш от Карабуринского округа Таласской области. И, несмотря на соперничество в лице кандидата от власти, набрал тогда едва ли не самое большое количество голосов по республике. Почти единогласно местные жители поддержали его. В 2006 году Бабанов был организатором митингов за конституционную реформу. Он финансировал и активно выступал на этих мирных собраниях. Тогда он стоял в первом ряду против политики Бакиевых и требовал кардинальных реформ.
Позже, в 2007 году, Омурбек Бабанов возглавил оппозиционную партию СДПК. На выборах он шел под номером 1 и немало сделал для победы тогда этой партии. К слову, многие из тех политиков, которые сегодня активно критикуют бывшего кандидата в президенты, тогда в политике не были и в помине. И, кстати, не без помощи Омурбека Бабанова социал-демократы получили 11 мандатов. Однако Бабанов тогда доказал, что делал это вовсе не ради власти. И уступил мандат депутата Розе Отумбаевой, которая шла в списке под номером 12. Позже Роза Отумбаева стала президентом страны. В 2009 году Омурбек Бабанов подал в отставку с поста первого вице-премьер-министра, протестуя против появления в управлении государством сына бывшего президента Курманбека Бакиева Максима. В те годы клан Бакиевых начал подминать под себя все ключевые ведомства в стране и берет контроль за финансовыми ресурсами. Создается Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям «ЦАРИ». Не согласный с позицией прежнего президента Бакиева, Бабанов уходит, еще раз доказывая, что не ставит цели удержаться у власти. В 2010 году Омурбек Бабанов получает мандат на формирование коалиции большинства в Джугурку-Кенеше, являясь лидером партии «Республика». Несмотря на возможность занять руководящий пост в правительстве и возможность получения ключевых министерств для своих сторонников, Бабанов отдает должность премьер-министра Алмазбеку Атамбаеву, который позже с этого поста уже уходит на должность президента страны. Позже Бабанов тоже возглавит правительство. В период его управления в стране происходят кардинальные реформы. Омурбек Бабанов отменяет техосмотр для автомашин, который в те годы был одной из выгодных коррупционных схем, запускает кредитование фермеров под 7%, вводит безвизовый режим для 44 стран мира. Кстати, безопасный город, который сейчас активно реализуется, был тоже идеей Бабанова. Однако запустить его он не успел. Несмотря на то, что он был признан самым эффективным премьер-министром, в 2012 году его путем интриг и давления снимают с поста. Тогда ради этой отставки специально была разрушена даже коалиция парламентского большинства. Пик политической карьеры Бабанова пришелся на 2017 год. Он принимает участие в президентских выборах, по результатам которых получает более 600 тысяч голосов избирателей и становится вторым. Однако, несмотря на то, что несогласные с результатами выборов сторонники были готовы добиться пересмотра результатов и намерены были выйти на митинги, сам Омурбек Бабанов принимает волевое решение, еще раз доказывая, что стабильность в стране для него превыше всего. Он поздравляет оппонента с победой и призывает сторонников отказаться от акций протеста. Я хотел бы попросить моих избирателей, мою команду, не поддаваться всякого рода провокациям. Я буквально сейчас тоже получил от своей команды провокационный материал в WhatsApp о том, что 16-12 часов там призываем собраться на площади, кто поддерживает Бабанова. Я всегда заявлял о том, что я никогда не захватывал власть. И сейчас, и в будущем я не собираюсь захватывать власть. Перенос возвращения на родину еще раз показал, что стабильность в стране для Омурбека Бабанова превыше всего. Об этом говорил не только он сам, но и многие другие политики. Узнав о том, что в стране готовятся провокации третьими силами, он не стал рисковать жизнями и здоровьем людей, которые хотели собраться на митинге в его поддержку, и свой вылет отложил. Никакие политические амбиции не стоят ни капли крови. Я не говорю уже о жизни людей. История рассудит. История даст оценку моим поступкам, моему шагу. Но лучше я пожертвую своим именем, чем я создам какие-то условия третьим силам, которые будут представлять какую-то угрозу вашей жизни. Я этого никогда не хотел. Я этого никогда не допущу. Отменил, но не отказался полностью. Омурбек Бабанов обязательно вернется в страну. Как скоро это произойдет, сказать сложно, но в ближайшее время точно. Игорь Потанин, Владимир Кубалдиев, НТС.
Чего ждать от возобновления расследования дела по авиакатастрофе в поселке Дача-Су и какой ущерб причинен государству от скандальной реконструкции культурных объектов? Генеральный прокурор сегодня отчитался перед профильным комитетом Джугурку-Кенеша. По словам Откурбека Джамшитова, уголовные дела по историческому музею и строительству ипподрома в Чолпон-Ате теперь объединены. В коррупции обвиняются 6 экс-чиновников во главе с бывшим премьером Сапаром Исаковым. Негодование депутатов вызвало и отсутствие информации по расследованию убийства прокурора Баткенской области Анарбая Мамаджакипова. Прошло уже почти полгода, а точка в этом деле еще не поставлена. Известно, что главным обвиняемым проходит бывший в ту пору начальник областного управления капитального строительства, который якобы случайно выстрелил в прокурора в результате совместного отдыха. О чем еще спрашивали генерального прокурора, расскажет Алексей Немашкал. Отчет генерального прокурора Откурбека Джамшитова перед профильным комитетом Джугурку-Кенеша длился примерно 15 минут. Судя по отчету главы надзорного органа, за прошлый год в сравнении с 2017-м преступлений было зарегистрировано больше на 2000, а вот количество тяжких и особо тяжких, напротив, снизилось на 137. Но депутатов, как и ожидалось, интересовали подробности самых нашумевших и скандальных дел. Музей Ойнча. Кто сегодня проходит обвиняемым в деле по историческому музею? Следователи АКС говорили, что есть сумма ущерба. Но полгода прошло, а имена фигурантов не озвучиваются. Это дело в интересах самой же прокуратуры нужно довести до конца. На реконструкцию музея выделили 600 миллионов сомов. Но когда итоговая смета вышла на 1,5 миллиарда сомов, появилось много вопросов. Насколько были завышения по смете? Можете назвать фигурантов по делу о нанесенном ущербе при строительстве ипподрома в Чолпон-Ате? Какой общий материальный ущерб? Материальный ущерб в ходе реконструкции исторического музея составил более 101 миллиона сомов. По строительству ипподрома в Чолпон-Ате ущерб почти 146 миллионов. На сегодня эти уголовные дела объединили в одно производство. Обвинения по статье «Коррупция» предъявили 6 бывшим чиновникам. Среди них Сапар Исаков, Алмаз Абдыкаров, бывший заместитель главы Госстроя, Шайбек Атамбеков и Улугбек Матисаков, а также Мира Карыбаева и Айдарбек Миндеев. Общий ущерб государству составил 247,5 миллионов сомов. И по словам генпрокурора, это еще не весь список обвиняемых. Что же касается дела по авиакатастрофе 2-летней давности в поселке Дача-Су под Бишкеком, то, как стало известно сегодня, расследование возобновили. В январе 2017 года Боинг 747, следовавший по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, рухнул прямо на жилые дома. Всего погибло 35 кыргызстанцев и весь экипаж самолета. Дача-Су маселеси боюнча. К вопросу о ходе дела по авиакатастрофе в Дача-Су. Что сейчас известно о том самом грузе, который находился на борту? Кто к нему имел отношение? Много наших граждан погибло в той трагедии. Перевозили ли на самом деле на самолете контрабанду или нет? Что на сегодня удалось выяснить? Новая информация, сказанная мной сейчас по этому делу, может так или иначе повлиять на ход самого расследования. В этой связи от подробностей пока воздержусь. Могу лишь отметить, что в свое время было возбуждено уголовное дело, следствие приостановилось, но теперь вновь возобновлено. Занесено в единый реестр. Материалы исследуются. По окончании расследования будут оглашены все детали. Высказались депутаты и по громкому убийству прокурора Баткенской области. Анарбая Мамаджакипова застрелили в ноябре прошлого года. Главный обвиняемый – начальник на тот момент областного управления капитального строительства Мелис Калыков. Как сообщалось, с ним убитый прокурор отдыхал на охоте. Выстрел, по версии самого экс-главы УКС, был случайным. Однако, кроме факта задержания чиновника, обвиняемого в убийстве, по сей день так ничего и не известно. Посетовали некоторые парламентарии. Какие успехи в деле расследования гибели прокурора в Баткене? Всякий раз, когда я бываю в Баткене, люди меня спрашивают, почему после смерти Анарбая Мамаджакипова не были допрошены другие прокуроры? Что уже известно об обстоятельствах убийства? Было ли оно преднамеренным или случайным? Заведено уголовное дело по статье убийства. Обвинение предъявлено Мелису Калыкову. Заключение части экспертиз еще не завершены. По делу были уволены 6 человек. Сняты с должностей 2 заместителя облпрокурора, 2 начальника отделов. Уволен прокурор Баткенского района вместе со своим замом. На сегодня следствие продолжается. В рамках этого дела было проведено немало допросов. По итогам обсуждения парламентский комитет отчет генерального прокурора принял к сведению. Завтра Откурбеку Джамшитову предстоит отчитываться уже перед всей палатой Джугурку-Кенеша. Алексей Немашкал, Нурзада Садыкбекова, Нурбек Капаров, НТС.
Партия «Атамекен» получила разрешение на проведение митинга 23 апреля. Как сообщает лидер парламентской фракции Алмамбет Шикмаматов, акция пройдет мирно и без провокаций. Сторонники экс-депутатов Джорку Кенеша Умурбека Тикибаева и Садыра Джапарова уведомили мэрию Бишкека о планируемом мероприятии еще в конце марта. Митинг пройдет на Старой площади. Организаторы акции предполагают, что в ней примут участие около 6 тысяч человек. В Кыргызстане насчитывается около 5000 оползнеопасных территорий. И только треть проживающих на этих участках после рекомендаций МЧС переезжает. На сегодня в сельской управе Зергер Узгенского района 1114 семей живут в опасных зонах. Местная власть делает все возможное, чтобы переселить их в более безопасное место. В начале апреля в селе Ничкесай, неподалеку от их домов, разбили временный палаточный лагерь для 24 семей. Но там сейчас почти никто не проживает. В палатках холодно, рассказывают сельчане, поэтому им приходится жить у родственников. Конечно, можно построить дом в местности Джаманадыр, где им выделяют участки, но денег нет даже на то, чтобы построить забор, сетуют узгенцы. Гульджан Алтымышбаева продолжит. Всего в Узгенском районе 115 оползнеопасных участков. На этих территориях 1114 домовладений. На сегодня все они получили предписание от специалистов МЧС о том, что там проживать опасно. Но переезжать они особо не спешат. Местные власти работают над тем, чтобы предоставить им хотя бы временное жилье, установив им палатки. Тех, кто отказывается, уговаривают переехать к родственникам или же соседям. Этот участок Тегирмен в селе Ничкесай Зергерского аильного округа считается оползнеопасным. Там, где более-менее безопасно, для жителей села разбили лагерь, установили 34 палаток. Но сельчане признаются, днем они вынуждены возвращаться в свои дома. Нужно ухаживать за домашними животными, да и по хозяйству дела не ждут. Понимают, что опасно, но иногда приходится идти домой за необходимыми вещами. Каждый день почти у нас идут дожди. Несколько недель мы жили без электричества. Трансформатор сгорел. Буквально вчера нам привезли и установили новый. В палатках очень холодно и сыро. Мои сыновья ночевали там пару дней. Сказали, что замерзли ночью. А я сама с маленькими внуками временно живу у родственников мужа. Днем возвращаемся домой. Все равно хозяйство и следить нужно. Страшно жить дома. С одной стороны гора и трещина, с другой река. Поэтому я с детьми переехала к свекрови. Но здесь и без нас много людей. Сноха с детьми, с мужем, вдобавок родственник бабушки и дедушки со стороны мужа. Да и детей много. Мы взрослые понимаем ситуацию, а детям не объяснишь. Они часто дерутся, ругаются. Дома очень тесно и неудобно, а в палатках холодно и сыро. У меня маленькие дети, поэтому в палатках тоже жить не могу. Мужчины ночуют там, а мы, женщины, остаемся здесь. Каждый день я отгоняю скот в горы, и когда с высоты гор смотришь в сторону села, на трещину, страшно становится. Такое ощущение, что оползень может накрыть все село, причем за долю секунды. Еще в начале апреля жители села Ничкесай предупреждали местную власть, что на участке Тегирмена они обнаружили новые 3 трещины. Сразу вспомнили, рассказывают они, последний случай, когда там сошел оползень, и под глиняной массой осталась целая семья. Отца, мать и 4 детей тогда спасти не удалось. Нам бы выдали участки поближе к нашему селу Ничкесай, оказали бы финансовую поддержку, чтобы мы построили дома. Было бы хорошо. Нам говорят, что выдадут участки в селе Джаманадыр, а это далеко, потому что наши поля здесь, пастбища. Допустим, построим мы там в Джаманадыре дом, а заниматься будем чем? Жить будем на что? Это слишком далеко. Только на бензин туда и обратно уходит около 1000 сомов в день. По данным районной администрации Узгена, по первому этапу выдачи земельных участков трансформировали 17 гектаров земли на участке Джаманадыр. Сейчас там проводят линии электропередач и строят дороги. Экинчи этапта 1014 кожолук бар.
По второму этапу на учете 1014 семей. Сейчас готовится проект о трансформации земель на участках сельского округа Баш-Добю, Джаман-Адыр, Куршаб, Карол, Кызыл-Октябрь и Зергер. Как только будут готовы документы, мы начнем выдавать участки. В этом году мы постараемся всех переселить на безопасные территории. Напомним, 7 марта 1994 года в селе Ничкисай сошел оползень. Тогда земляная масса накрыла целое село. Погибли более 50 человек. Тела многих так и не нашли. А в 2017 году в селе Аюсай, который относится также к Зергерской сельской управе, сошел оползень объемом более чем 1 миллион кубометров. Тогда погибли 24 человека. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтасунов, НТС, Ош. Кыргызстанцы, похоже, в поисках работы. Официально в стране безработных 174 тысячи. Такие данные привел Нацстатком. В Министерстве труда и соцразвития разработан национальный проект, миссией которого является ежегодное сокращение бедности на 1%. Скоро запустят даже сайт занятость.kg, где безработные смогут подобрать себе подходящую вакансию. Возможно, тогда не трудовые будни у многих кыргызстанцев закончатся, говорят чиновники. Но насколько это поможет уменьшить число безработных в стране? За последние 3 месяца столичному центру занятости удалось трудоустроить только 1520 человек. При этом картина остается без изменений. Тех же слесарей также не хватает, а юристы не могут друг с другом конкурировать. Джумабеку 45 лет. 10 из них ищут работу на бирже труда на Льва Толстого. Сейчас не сезон, рассказывает он. Наступит май, работодатель появится. Умеет делать, как рассказывает о себе Джумабек, все что угодно. Стройка, уборка, сам по профессии шофер. Торговал и над рудой, но обанкротился. Заработок на бирже нестабильный, но лучше сразу после выполнения работы получить оплату, чем жить от зарплаты до зарплаты, считает он. Постоянную работу хотел работать. Не хочу работать. А как это? Потому что здесь каждый день 500 хороший же. Домой принесешь, детям мороженое купишь. А вы как безработный на учете состоите? Да, стою. Получаете пособие? Нет, не получаю. Тех, кто считает так же, на улице Льва Толстого немало. В день здесь ожидает заказов 250-300 человек. За раз могут заработать от 500 до 1000 сомов. В месяц заработок может достичь суммы в 10-15 тысяч. Эти люди официально считаются безработными. По Бишкеку на учете состоят 5500 человек. Между тем, работодатели ищут мастеров для сферы обслуживания. Только в городе объявлены конкурсы на 3300 вакансий. Нужны повары, парикмахеры, продавцы. Но многие граждане ищут для себя работу юристов или экономистов, говорят чиновники. Столичному центру занятости за последние 3 месяца удалось трудоустроить 1520 человек. Скоро подключат специальный сайт занятость.kg. Этот сайт, на самом деле, он предназначен для очень широкого круга пользователей, для тех, кто ищет работу, прежде всего, и для работодателей, у которых имеются вакансии и хотели бы быстро подобрать себе сотрудников. Здесь, на этом сайте, это интерактивный портал «Занятость.kg» называется. Он осуществляется здесь, значит, все вакансии, вся информация по республике. В Кыргызстане официально безработных почти 79 тысяч человек. Это только те, которые состоят на учете Министерства соцразвития. Если к ним прибавить данные Нацстаткома, общее число безработных – 174 тысячи человек. Уровень безработицы по стране составляет 7%. Самый высокий показатель отмечается, говорят в ведомстве, в Баткене, самый низкий – в Таласе. По сравнению с 2015 годом у нас уровень общей безработицы составила 8%. За 4 года проведены нами определенную работу и снизился уровень общей безработицы на 1%. То есть это хороший показатель. Граждане в статусе безработный получают пособие – 250 сомов. Максимально эта сумма может достигать 900 сомов. Плюсуется, например, надбавка за пребывание в высокогорном районе, а еще стаж. За выслугу лет считают прохождение краткосрочных курсов, участие в общественных работах, которые оплачиваются. Но в соцфонд никаких отчислений не поступает. Анастасия Соболева, Эрлан Кемельбеков, НТС.
Организованные преступные группировки всегда были и будут. Эти слова в минувшую пятницу произнес не кто-нибудь, а министр внутренних дел Кашгар Джинушалиев. От главы МВД, напрямую призванного бороться с любыми нарушениями закона, не говоря уже об организованной преступности, мало кто ожидал такое услышать. Неоднозначность ответа главного милиционера страны смутила не только депутатов, но и пользователей социальных сетей. Тем временем, по словам экспертов, в Кыргызстане действительно наблюдается усиление активности деятельности криминальных групп. Некоторые из них связывают это с приближением парламентских выборов. Поэтому не исключено, что между криминальными авторитетами началась негласная борьба за влияние. Болот Исаев подробнее. О том, что с приближением парламентских выборов между криминальными авторитетами началась борьба за сферы влияния в обществе, начали поговаривать еще в марте. В парламенте вновь поднимался вопрос об ужесточении законов в отношении криминальных групп. В новые кодексы предлагалось внести норму об ответственности за создание ОПГ и за членство в ней. Министерство внутренних дел тогда заявляли, что ситуация в криминальном мире находится под контролем. В минувшую пятницу Кашгар Джинушалиев повторил, что борьба с нарушителями закона какая-никакая, но ведется. Организованные преступные группировки всегда были и будут. Они есть во всех странах, но мы ведем борьбу с ними. Все члены таких групп, совершившие преступления, будут привлечены к ответственности в рамках закона. Назовите мне хоть одного из тех, кто совершил правонарушение, но при этом не отсидел. Услышать от министра внутренних дел эти слова депутаты были не готовы. Шквал критики вызвало сказанное им и среди пользователей соцсетей. Прозвучали его слова после избиения до состояния комы, а потом и смерти двух членов преступной группировки. Следом среди белого дня был похищен 12-летний ребенок, которого, к счастью, в тот же день нашли. По словам экспертов, влияние криминальных групп действительно приобретает более масштабный характер. 5-6 лет тому назад, когда вора в законе некого Батукаева отсюда по всем почестям выпроводили другие организованные преступные группы. Другие главари организованных преступных групп, воспользовавшись этим, что, оказывается, можно с ним договориться, можно с ним через криминальные структуры, через криминальные коррупционные схемы, можно с ними как-то вести какие-то разговоры, как-то можно решать вопрос. И поэтому она начала поднимать голову, она начала сегодня приобретать новый масштабный характер. Сложившаяся сегодня ситуация, по словам ветеранов силовых структур, прямое следствие тесных коррупционных связей между криминалом и представителями власти, созданных в недалеком прошлом. Это же были в 90-м году, когда развал Советского Союза, и каждый, им не было, старые законы не работали, новые законы не принимали. Ну, тогда же криминал сильно поднялся же. Лидеры криминальной группы прям начальнику не руками, а ногами открывали дверь. И что хотели, они диктовали. И правоохранительные органы, как свою слабость, они тогда и показывали. В то время были же информации. В газете печатали, как Адар с вором законом высоко отдыхал. Или при Бакиево. Мы все же видели, как администрацию президента убивали. Опять замешан криминалитет. Еще одним фактором неэффективности борьбы с организованными преступными группировками, по словам экспертов, отсутствие координации между различными ведомствами и четкой стратегии их совместной работы. Кроме того, справиться с преступностью как таковой, по их словам, одни силовики не в состоянии. Я уже говорил о тоталитарных режимах. Можно просто их одну ночь в воронок отправить, вывести их всех вон в Чонташ, там уже далеко ходить не надо. И там с ними закончить. Так тоже можно. Это один из вариантов, понимаете. Но я категорически против этого. Это вне закона. Это вне судебная расправа. Самое главное, это, конечно, нетерпимость самого общества. Да? Общество должно понять, что здесь не место организовывать. Пока вот этого не случится, пока их героизируют, пока о крестных отцах выпускают фильмы, пока книги пишут, там, «Я вор в законе», да, то ничего не будет. Все равно молодежь это видит. Еще в 2012 году в парламент страны был внесен законопроект о борьбе с организованной преступностью, который не принят до сих пор. Согласно одному из его пунктов, член ОПГ, отбывающий наказание, не должен переводиться в колонию поселения. Несколько дней назад по подозрению в смертельном избиении членов конкурирующей группировки был задержан один из криминальных авторитетов по прозвищу Чингиз-До. Перед переводом в колонию поселения в тюрьме он отбывал наказание за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство и создание преступной группировки. Болот Исаев, Диас Сакимбаев, НТС.
Как часто работники СМИ подвергаются преследованиям и нападению за свою профессиональную деятельность? Ответ на этот вопрос искали в общественном объединении «Журналисты», который запускает спецпроект при поддержке международных доноров. Как отмечают в организации, отстаивать свои права сами журналисты почему-то не спешат, тогда как поступающие угрозы в их адрес случаи нередкие. По словам правозащитников, в большинстве своем конфликты улаживают на месте. Особенно речь идет о регионах, где практически нет никакой даже примерной статистики о том, обращаются ли сотрудники средств массовой информации за помощью в правоохранительные органы или нет. Поэтому проект призван не только мониторить ситуацию, но и работать на предупреждение. Наши наблюдатели в регионах, они будут изучать этот факт. То есть, чтобы не было такого просто журналисты, иногда наши коллеги тоже просто так жалуются, не касаешься по профессиональной части, да, например, если кто-то там по дороге он шел, кто-то посторонний или чужой человек просто там поссорились они по другим фактам, да, и избили его. И мы вот такие вещи нашим наблюдателям сказали, что надо изучать этот вопрос, потому что, чтобы это не было такого. Мы фиксируем именно те факты, которые касаются профессиональной деятельности. История кыргызов в философском ракурсе и с уклоном на дальнейшее развитие. Авторский взгляд на то, какой путь развития прошел этнос, какое влияние оказала цивилизация и с какими трудностями, возможно, придется столкнуться. В Национальном университете прошла презентация книги «Кыргызстану» с участием членов Союза писателей и студентов. Автором произведения в нескольких томах стал Бердибек Джумабеков, известный общественный деятель. По словам автора, смысл его творения, который уходит глубоко в историю и культуру не только кыргызов, но и других народов, изложен довольно простым языком. Поэтому книга будет интересна не только старшему поколению, полезно ее почитать и молодежи. Необходимо дать оценку истинным ценностям народа, которые уходят своими корнями далеко в прошлое. Путь от древности до наших дней. Ведь уникальная культура и история кыргызов получила признание. Немаловажная роль отводится в книге «Развитию цивилизации». Мною был анализирован ряд работ многих востоковедов и тюркологов. Поэтому полагаю, что книга получилась весьма познавательная. И на этом у нас все. Мы следим за развитием событий. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kg. До встречи.